На 90% из всех этих вопросов мы дали разъяснения. По следам диалога с народом расскажем о том, как рассмотрели сразу несколько обращений из Карабулака. Глава Ингушетии побывал сегодня на международной специализированной выставке форуме «Дорога-Экспо-2017». На сегодняшний день идет согласование мест установки стационарных комплексов фото-видеофиксации, которые будут фиксировать не только нарушение скоростного режима, а также правила обгона и проезда перекрестка. Как же уцелеть на дорогах региона, соблюдая правила дорожного движения? Сюжет в деталях с Индирой Манкиевой. Я сегодня званый гость у ингушского собрата. А вечности в запасе нет. Глубокая поэзия светлого человека. Сегодня 76 лет исполняется со дня рождения Игоря Ляпина. Мишень под прицелом. В Магасе впервые прошел открытый турнир по спортивному метанию ножей и соревнования по стрельбе из лука. Это новости 24. Добрый вечер. Янузбек Евкуров провел заседание постоянно действующего координационного совета, где обсудили вопросы соблюдения прав и свобод человека при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, борьбу с мошенничеством и злоупотреблениями при урегулировании страховых событий и получении банковских кредитов. Также вопросы реализации на территории республики стратегии противодействия экстремизму в России на период до 2025 года и исполнение поручений по итогам предыдущих заседаний. Янузбек Евкуров обозначил направления, в которых он рекомендовал органам правопорядка и Совбезу усилить работу. В частности, речь шла о необходимости проведения анализа действующих госпрограмм и планов по противодействию экстремизму и терроризму в молодежной среде. Глава поручил к 30 октября проверить выборочно несколько школ. На основании полученной информации будут определены главные недостатки профилактической работы. Также разработаны новые предложения и проекты. Совбезу поручено проверить все стратегические объекты на предмет обеспечения их охраны и безопасности. 7 октября не стало богослова Султана Хаджи Билхароева, но он был прямым потомком шейха Баталхаджи Билхароева, основателя одной из кадиритских ветвей. Почтить память Султана Хаджи пришли более 3000 человек. Султан Хаджи Билхароев родился 5 августа 1949 года. Рос в известной семье шейха Баталхаджи Билхароева, его отец Курейш Баталхаджиевич. 7 октября султана Курейшевича не стало. На похоронах собрались не только родственники и однофамильцы, но также просто знакомые. Саид Хусейн Акилов хорошо знал покойного. По его словам, Султан Хаджи всегда отличался добрым нравом, отзывчивостью и благими делами. Вот на диквоянс, эльш, елсмали ваш, бетунян, эльчин салам. Сакзну за дахжу, сакдагаш, азмусак я жужа ваш бетунян дёр. أنا أقول حملني سقوا تعقد يشي غاد صح خلنا شيء خلنا لا جوب لدوشنا ناخذ مني دق مدير. Богослов Султан Билхароев был известен не только в Ингушетии, но и далеко за ее пределами. На похороны султана Хаджи приехали религиозные и общественные деятели из соседних регионов. Самыми теплыми словами его вспоминают родственники. Да, где что да, как это был безден дело. Дело, ну, Хамад дерфет дело хилжлилже. Ведус дали шедер диван султан дивана. Камерш уж дик унахварир. Султан Хаджи Билхароев был внуком и достойным продолжателем духовного пути Баталхаджи Билхароева, ингушского шейха, основателя одной из кадыритских ветвей, последователя шейха Кунтахаджи Кишиева. В вирд Баталхаджи Билхароева входит много ингушских тейпов. В знак уважения и поддержки всему роду Билхароевых сюда приехали представители самых разных вирдов.
Смерть султана Белхароева потрясла всю республику. Его не стало на 68-м году жизни. По словам близких, он никогда не жаловался на серьезные проблемы со здоровьем, но после внезапного инсульта так и не смог оправиться. Религиозный деятель проходил лечение в одной из московских клиник. Ему сделали операцию, но старания медиков оказались тщетны. Председатель мечети полиш варьер. Таган моллахам иккачты мәждиге дейхана. Арахар голық дезиш мәттік иккачы. Хавай, хазырық, мәкшерифик, тук, пұрымдашча, арах мадуслыш, ердадағитлыш әлі, ахас, тус дағуалыш сақварьер. Султаны мәждиге қалыры солина, молла маслахат дошметті, Эгер халқы султаныңғы естіқілі ер хавихи оқ қамелді адычы, со маслахат олқа қады кәқсік орца вал свешну, орца варды еңді оқостылыр ер. Ерші вах мелвах, эгер дуқа он ханыр фыдар яны алчы, наха еқі башт бейе, хандолыжды, зайндали, дуақдали, цитор, издадақ қыры. В последние годы Белхароев занимался миротворческой деятельностью, примирял кровников, участвовал в разрешении многих конфликтов в регионе. 22 апреля 2011 года он был награжден орденом почета Аль-Фахр из рук председателя Совета муфтиев России Равиля Гайнуддина. Ранее он был удостоен высшей награды республики ордена за заслуги. Также ему было присвоено звание почетный гражданин города Назрань. Похоронили религиозного деятеля на родовом кладбище в селении Сурхахи недалеко от могилы его деда Баталхаджи Белхароева. Юсуп Гелисханов, Джабраил Алмазов, Магомед Дидигов. Новости 24. Яназбек Евкуров проинспектировал строительные площадки столицы Ингушетии. Вместе с мэром Бесланом Цучоевым он побывал на месте, где в данное время продолжается возведение хоккейной школы и университетского бассейна. По итогам осмотра данных объектов и прилегающих к ним территорий глава субъекта внес некоторые коррективы и предложения, касающиеся отделки фасада одного из зданий и благоустройства дворов. Кроме того, он еще раз напомнил руководителям подрядных организаций о необходимости соответствия установленным срокам. Спортивные объекты должны быть открыты до конца текущего года. Наши корреспонденты продолжают следить за тем, как решаются вопросы жителей, поступившие на программу «Диалог с народом». В их числе обращения из Карабулака по поводу продажи спиртных напитков, одностороннего движения на улице Асканова, отсутствия табличек с названиями улиц и номерами на многоквартирных домах. Залина Магушкова о выполнении поручений главы Ингушетии. Как решаются проблемы жителей, обратившихся на диалог с народом на контроле у приемной главы Ингушетии и правительства? Так, проверяющая комиссия направилась на улицу Асканова в Карабулак. Здесь, по словам одной из жительниц соседнего села, обратившейся к главе в прямом эфире, продают алкогольную продукцию. Она попросила ликвидировать торговые точки, ведь алкоголь нарушает покой во многих семьях. Скандалы же. Ваша гастырды, берешті, сүті несватка харық болдылыш бы, шедез ұстыдылы малымын дағу болыш бы. Несден малыр доққыш Карабулаки, переезді, аяқ мобилинге карьера ехе. Слевет шипики сдохкыш. В положенное время, если туда заходит взрослый парень там, или мужчина, тем более, покупает водку, я, конечно, не буду там его бить по рукам там, или говорить, почему ты водку покупаешь. Это его право, его дело. Уж точно вы займитесь тогда воспитанием своих детей дома. Не возлагайте это воспитание уже на меня, точно. Но если там продавцы нарушают временные показатели, занимаются этим не в положенное время, или же отпускают на руки там, несовершеннолетним, тем более, здесь, конечно, самое жесткое реагирование должно быть. Тем более, я не знаю, вот эти две точки, они лицензированы или нет. Владельцу этих торговых точек за незаконную продажу алкоголя выдано предписание. Кроме того, изъята вся продукция. Владелец пообещал, что отныне займется другим бизнесом, который не доставит проблем ни ему, ни горожанам. В связи с тем, что у данного гражданина были изначально выданы документы на правоустанавливающие, на то, чтобы он здесь остановку сделал, поэтому мы нашли компромисс. Вот он организовал здесь остановочку. Данные магазины, как вы видите, закрыты. И он сейчас уже вырабатывает новую концепцию, ищет других арендаторов по продаже там запчастей, автомасел,
и так далее. Следующий вопрос также от жителей Карабулака не прозвучал в эфире, но не остался без внимания. Местные жители попросили сделать движение на улице Асканова односторонним, чтобы тем самым уменьшить риск наезда на пешеходов. Эта улица проходит через весь город, и движение на нем и так одностороннее, кроме участка протяженностью 550 метров. В администрации объясняют, что самим жителям полное одностороннее движение на этой улице доставит массу неудобств, ведь такая мера вызовет заторы на дороге. Здесь машины не ездят быстро. Здесь есть так называемые лежачие полицейские, уже люди приучены, есть небольшая скорость, много подъездов, детей в школу возят, забирают со школы. У нас мы создадим себе лишние пробки. У нас вот по городу, по улице Джабагиева, Асканова сделано одностороннее движение. Но есть один кусочек есть и на Джабагиева улице, где в районе горсовета, мегафона, там тоже нет целесообразности его делать. И здесь на Асканова тоже этот кусок. А кто-то из жителей пожаловался на то, что в городе отсутствуют таблички с порядковыми номерами и названиями улиц на многоквартирных домах, что усложняет поиск адресов. После обращения все 37 многоквартирных домов в городе были проверены на наличие информационных табличек. Полностью обсмотрели весь город, 2 раза объездили и выявили 2 дома. Нефтяная 11, он был позже построен после того, как были вывешены все таблички. И улица Градусова 38, но мы нанесли еще дублирующие дополнительно нумерацию, так что везде по всему городу есть нумерация. Вдобавок было сказано о трудностях, связанных с одинаковым названием улиц. В администрации города пояснили, что по всему городу всего 11 улиц, имеющих созвучные названия. Однако они не совсем одинаковы. К примеру, существует улица и переулок Фрунзе, улица Асканова и Новая Асканова. Есть одна единственная улица, Восточная, у нас они дублируются в 2 микрорайонах. Мы сейчас во 2-м и 4-м микрорайоне. Мы и там сейчас опрашиваем жителей. Вы знаете, в любом случае в документах всем указывается, что улица Восточная, 2-й микрорайон, улица Восточная, 4-й микрорайон. Но в любом случае, чтобы этого повтора не было, мы сейчас опрос делаем среди населения. Вы знаете, что это все надо документы менять. Там, если на той улице или на той особых возражений не будет, мы вынесем на комиссию, будем этим вопросом заниматься. Прошел месяц с тех пор, как состоялся диалог с народом, где глава Ингушетии отвечал на вопросы жителей. Все обращения специальная комиссия отсортировала и направила по компетентным органам для решения. За их исполнением также проводится постоянный контроль. На диалог с народом всего поступило больше 400 заявлений, вопросов главе нашей республики. На 90% из всех этих вопросов мы дали разъяснения, ответы. Многие из них поддержаны положительно. В принципе, работа за месяц проведена, как она и должна была быть сделана. Некоторые вопросы требуют всего лишь разъяснения, которые жители вполне могли получить, обратившись в местную администрацию. В Карабулакской нет определенного графика приема граждан. Сюда могут обратиться в любое время. Залина Могушкова, Адам Далаков, Новости 24. Глава Ингушетии побывал сегодня на международной специализированной выставке в форуме «Дорога-Экспо-2017». Юнусбек Евкуров обошел ряд экспозиций регионов страны, где ознакомился с представленными товарами и услугами. «Дорога-Экспо» – одна из крупнейших специализированных выставок в России, которая высоко ценится среди профессионалов не только дорожной, но и смежных – транспортной, строительной отраслей, поскольку охватывает все аспекты развития дорожной инфраструктуры. Выставка демонстрирует весь спектр продукции и услуг для строительства и содержания дорог. Как завершилась золотая осень для Ингушетии? Итоги главного агрофорума подвели на совещании в региональном Минсельхозе. Напомним, форум проходил в Москве с 4 по 7 октября и собрал представителей сельхозпредпринимателей и предприятий не только из разных уголков страны, но и зарубежья. Порядка 49 семинаров, совещаний, круглых столов. Значит, очень актуальный вопрос там рассматривается, начиная, по растениеводству, по животноводству, мелиорация, семеноводство, все, что связано с сельским хозяйством. Там у нас все эти вопросы рассмотрены, были дополнительно даны справочно, информационно, какие субсидии, какие поддержка государства нам будет оказана в этих направлениях. Одним словом, наша делегация в этом плане плодотворно проработала. То, что касается основного и министр там выступил Ткачев,
В этом году в России, в стране, так и беда, отмечается рекордный урожай. Со времен СССР даже не было такого, чтобы мы получали такие результаты. Из Москвы ингушская делегация привезла несколько наград, гран-при, 2 золотые и 1 серебряную медали. Около 30 ингушских производителей удостоились также почетных грамот. Продукцию, представленную на стенде Ингушетии, оценили и почетные гости форума, премьер Дмитрий Медведев, также руководство Минсельхоза России. У нас были иностранные, катарские, делегация была с ними тоже, они нас пригласили в Катар, вот мы сейчас приехали, будем согласовывать там, и делегацию выедем к ним весной на выставку их, Ингушской республики. Производитель Ингушетии будет в Катаре выставляться. Популярностью пользуется наш мед, популярностью пользуется черемша наша, популярностью пользуется вода наша, очень большой популярность. А то, что касается, это я выделил как бренд. А то, что касается продукции, у нас там за эти годы сложилась своя аудитория, которая приходит, из года в год приходят узнаваемые люди, они нас узнают, мы их узнаем. Сейчас время спецпроекта информационной службы «Сюжет в деталях». Сегодня наш корреспондент Индира Манкеева подробно разберет феномен ингушского водителя. Кто прогнозирует аварийные ситуации на дорогах республики? Как выжить в этом бешеном, хаотичном потоке примерному автолюбителю? И актуальна ли еще избитая пословица «Тише едешь, дальше будешь». Авария произошла сегодня утром. Оба пассажира легковой машины, муж и жена, погибли на месте. Обстоятельства произошедшего выясняются. Еще одна авария со смертельным исходом произошла накануне. Водитель 14-й скончался на месте. И снова ДТП со смертельным исходом. Авария произошла во вторник вечером на автодороге Назрань-Малгобек, в результате которого погибли 2 человека. При выезде из селения Нижние Очулки водитель Приоры сбил лошадь. В результате дорожно-транспортного происшествия, в результате наезда водителя автомобиля и его пассажир скончались. Это ДТП произошло уже в Троицком. На днях лоб в лоб столкнулись 2 автомобиля ВАЗ-2110 и Лада Калина. По предварительным данным, водитель ВАЗ, 48-летний Беслан Катиев, в попытке обгона выехал на встречку, после чего и произошло столкновение. Ехавшая на большой скорости машина несколько раз перевернулась и упала в кювет. Еще 2 пострадавших, водитель и пассажир Лады Калины, также доставлены в больницу со множественными ушибами и травмами. По проверке базы данных было установлено, что водитель автомашины ВАЗ-21101 Катиев был лишен управления прав на 24 месяца. И снова ДТП. Лобовое столкновение пару недель назад уже в селении Сурхахи унесло 2 жизни. Водители погибли на месте, а от машин осталась буквально груда металлолома. Как правило, более 200 нарушений скоростного режима – это только за день. По всей республике эти нарушения попадают в поле зрения 2 десятков фото- и видеофиксаторов, которые, по сути, должны принуждать водителей соблюдать установленные скоростные режимы на участках. Но ежедневная статистика нарушений говорит об обратном. Такие меры действуют лишь на единицы. На сегодняшний день идет согласование мест установки стационарных комплексов фото- и видеофиксации, которые будут фиксировать не только нарушение скоростного режима, а также правила обгона и проезда перекрестков. Несмотря на все предпринимаемые меры, нарушители пока меньше не становятся. Превышение скорости, обгона, непристегнутый ремень безопасности. По сравнению с тем, что в последнее время участились случаи вождения в нетрезвом виде, это даже кажется самым безобидным. Сотрудники ГИБДД выходят на патрулирование дорог после 9 вечера. Именно к этому времени наблюдается высокий процент нарушений. Алкотестер за несколько секунд определяет состояние автолюбителя, хотя чаще всего и без медицинского освидетельствования понятно, что человек собой-то управлять не в состоянии. Что ж говорить о транспорте. Все. 0,05. Булат Нальгиев за рулем чуть больше года. Опыт сравнительно небольшой, но он уже успел усвоить для себя главные правила буквально выживания на ингушских дорогах. Кстати, очень забавная черта в плане вождения, и она... Вот ее нет в других городах. Но в Ингушетии это нормально. Например, если мы пропускаем пешехода на пешеходном переходе, мы включаем аварийку, чтобы подсказать другим водителям о том, что вот я кого-то пропускаю, будь осторожен, не обгоняй. В других городах человек подумал, что кто-то заглох просто и пошел бы на обгон. Проехавшись по дороге, соблюдая все ПДД, как бы парадоксально ни звучало, дошло до того, что именно примерный водитель зачастую может создать помеху и стать виновником ДТП.
Я соблюдаю правила, но при этом я причина. Обычно здесь ограничение 90 км в час, а таких совсем 109. А далее Булат решил проехаться уже, как говорится, чисто по-ингушски, подстраиваясь под ситуацию. Рискованно, конечно, но по-другому, по всей видимости, здесь просто не проедешь. Как правило, нарушают в основном молодые люди. На их наглое поведение на дорогах опытные водители жалуются частенько. Осторожно, корова! На дорогах республики уже впору вывешивать еще и такие предупреждающие плакаты. Правила дорожного движения нарушают не только водители и пешеходы, но и домашний скот. Животные нередко выходят даже на федеральную трассу. Бесхозно разгуливающие животные не раз становились причиной ДТП. Особую опасность они представляют на дорогах ночью. Здесь водителю необходимо быть бдительным вдвойне, так как при ближнем свете фар животных просто не заметишь. В этом направлении идут уже на крайние меры. Теперь каждый вечер на дорогах республики будет дежурить специальная группа. И хозяинам животных уже будут применять жесткие меры. Мы планируем провести небольшое мероприятие. Все-таки обратить внимание, у нас есть некоторые поселки, на которые мы акцентировали внимание, где именно есть эта проблема. И поговорить и с жителями данных поселков, и с администрацией. Без внимания также не остаются и дети. Сотрудники ГИБДД проводят частые встречи со школьниками, а также под особым наблюдением находятся и автошколы. У нас пришло очень много мероприятий именно с учащимися автошкол. Мы проводим для них день открытых дверей, мы показываем, как работает служба ГИБДД, для того, чтобы они понимали, что не только нужно получить права, выучиться в автошколе, но еще и соблюдение правил дорожного движения. Это будет залогом их безопасности. Ну а история одной молодой перспективной студентки Мадины Ахильговой, которая в будущем могла бы стать хорошим пластическим хирургом, наверное, знакома многим. История человека, до заветной мечты которого, казалось бы, осталось рукой подать. Один злосчастный случай навсегда усадил ее в инвалидную коляску. Наглядный пример того, чем может обернуться лихачество водителя. Более 100 тысяч ДТП за 9 месяцев по всей России. Количество пострадавших – 47 тысяч человек. С особо тяжкими последствиями зарегистрировано 135 случаев. И только в Ингушетии с начала 2017 года произошло 155 дорожно-транспортных происшествий, 57 погибших и сотни пострадавших. Пугающая статистика, не правда ли? Индира Манкиева, Адам Кадзоев, Билан Таршхоев. Новости 24. 11 законопроектов представили ингушские депутаты сегодня на заседании Совета Народного собрания. Эти вопросы также войдут в повестку очередного заседания, которое состоится 26 октября. Так, Муса Гарчханов предложил 6 проектов, в том числе о государственной гражданской службе Ингушетии и об административной ответственности за совершение отдельных правонарушений на территории республики. Кроме того, парламентарии предложили десяток законодательных инициатив, которые также будут рассмотрены на предстоящем заседании. Вот, кстати, об отдельных правонарушениях. Несвоевременная утилизация мусора стала очередным поводом для рейда Комкологии. Несанкционированная свалка располагается в Малгобеке. Здесь эта проблема существует не первый день. Принять решение о ликвидации должна местная администрация. В чем загвоздка, узнаем у Микаила Тангиева. Вот такую картину можно наблюдать на окраине Малгобека. Буквально через несколько сот метров от центра города везде разбросан мусор, а из-за сильного неприятного запаха находиться тут просто невозможно. Сегодня мы проводим очередной рейд по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок на территории республики. По данному вопросу у нас был, как известно, утвержден план муниципальный по поручению главы республики. И были установлены сроки конкретные. Данная свалка до 20 сентября должна была быть ликвидирована. Но сегодня рейд нам показывает, что свалка не ликвидирована, и более того, размещение отходов продолжается. Местная администрация, которая обязана была пресекать факты размещения отходов, вместо этого самой же администрации организовываются вот такие вот неправомерные действия, незаконное захоронение отходов. Но это еще полбеды. На месте свалки частенько гуляет скот и питается этими отходами. А ведь молоко и мясо этих животных уже вряд ли можно будет потом употреблять в пищу. Впрочем, мусор здесь еще и закапывают в землю и сжигают на месте, что крайне недопустимо, так как наносит большой вред окружающей среде, отмечают экологи. На место приехал и замглавы местной администрации. По его словам, такая проблема стоит уже довольно давно, и у него свое объяснение, почему вопрос до сих пор не решен. Вот эта свалка, она была, как бы функционировала 10 лет, образно говоря.
Мы вот последние 3 месяца работали над этой свалкой, собирали вот этот мусор, но увозить ее у нас не получалось в связи с тем, что у нас техника старая, но мы планируем сейчас, или мы будем заключать договор, или своими силами будем ее вывозить на определенную свалку в Вознесеновской. Так, конечно, с населением мы работаем, но та работа, которая нами проводится, она недостаточна. Постараемся ликвидировать ее в ближайшее время. Виновные должны понести соответствующее наказание, так как вопрос стоит остро. Все сроки давно завершены, и такое положение дел крайне недопустимо. По всем выявленным фактам сегодня нарушений нашими сотрудниками будут заведены дела административные, будут проведены административные расследования, и все виновные лица будут привлечены к ответственности. И должностные лица администрации, и сама администрация. На территории Малгобека уже предусмотрено специальное место, где будет расположен полигон, и весь мусор будет свозиться на эту площадку. Экологи отмечают, вопрос нужно решать уже сейчас, а не завтра, и утилизировать отходы в ближайшее время, иначе экологическая проблема примет еще большие масштабы. Микаил Тангиев, Рамзан Миржиев, Новости 24. Сегодня свой день рождения отмечает Леонид Тягачев, в прошлом известный советский горнолыжник, заслуженный тренер СССР и России, чемпион и мастер спорта СССР, участник международных соревнований, государственный и спортивный деятель. Ему исполнился 71 год. С 2001 по 2010 Леонид Тягачев занимал должность президента Олимпийского комитета России. Таких достижений в горнолыжном спорте еще никто не добивался. С 1975 года бессменный тренер горнолыжной сборной страны. Тягачев бывал в горах Ингушетии, вместе с главой региона в торжественной обстановке открывал горнолыжную трассу на курорте Армхи. В селении Сурхахи идет капремонт республиканской спортшколы Сурхо. Реновацию старого здания осуществляют за счет средств из Фонда реформирования ЖКХ при поддержке Владимира Путина. Работы планируют окончить до конца года. Залина Могушкова расскажет подробнее. Потертые временем спортивные лозунги в клубе Сурхо уже не мотивируют, а ведь дух борьбы в спорте главнее всего. Только лишь пару недель назад в этом зале трудились дети, чтобы в будущем заблистать своими успехами на спортивной арене. Теперь здесь работают строители, чтобы труд этих детей был более комфортным. Почти не узнает свой зал Беслан Ганеев, один из 30 тренеров спортивной школы. Он на протяжении 5 лет тренирует здесь в вольной борьбе. Тренерский состав вполне имеет право участвовать в капитальном ремонте, вынося свои предпочтения. Беслан этой возможностью пользуется в любое свободное время, ведь символично, что из нового зала выйдут спортсмены с новыми победами. Устови даляндали хуги, yoluş xanit xbada, çıxıç xanit xo problem. Darek xidart. Yosh beriş short, тавоз, yurt малор, телефонят, багди стояжлат шаш. Капитальный ремонт начался 2 недели назад. За это время практически завершены демонтажные работы. Строители забираются вверх на 7-метровую высоту, чтобы отремонтировать потолки. Замене подлежит практически все: окна, двери, электропроводка, отопление, канализация. Кроме того, фасаду здания предстоит косметический ремонт, и двор школы будет благоустроен. В общем, работы предстоит очень много. Сперва доска халтия, хату дежды эшк, кей эштек металлочерепиц оптхон. Очередь электрик блок, электрика проводит деш именно у зале. Я тол бенчил тяха хустиш иду очер, полностью халдяха и идет хустиш. Масштабный проект реализуется средствами Фонда реформирования ЖКХ при поддержке президента России. Подобные ремонтные работы будут также произведены в доме-интернат сельского поселения Троицкое и в детском отделении Республиканского центра фтизиопульмонологии. На эти цели из Фонда реформирования ЖКХ выделено 38 миллионов рублей. Здание спортивной школы Сурхо построено в 1985 году, и изначально здесь находился сельский дом культуры. С 1994 года объект реконструирован под спортивную школу. С тех пор здесь ничего не менялось. Здание довольно старое, все обветшало, штукатурку почти заново придется сделать, еще не начали. Полы полностью пришли в негодность, это все будет заменено.
Когда в прилегающих селах не было спортивных объектов, дети из Икажева и Аль-Юрта приезжали именно сюда. Да и сейчас в школе Сурхо воспитываются около 600 юных спортсменов, начиная с 6-летнего возраста. В школе тренируют 5 видам спорта – бокс, кикбокс, греко-римская и вольная борьба, а также тяжелая атлетика. В этой школе свою спортивную карьеру начинали олимпийские чемпионы Назир Манкиев и Асламбек Альбиев. Кроме того, выходцы этой школы радуют высокими титулами чемпионов России и мира. Также Хачбар у нас чемпион России, чемпион Европы. Недавно у нас стал чемпионом России Белжоев Махам. Он отобрался будет бороться на первенстве мира. Пока производится капитальный ремонт, юные спортсмены продолжают свои тренировки вместе со своими тренерами только на других спортивных площадках – в Назране, Аль-Юрте и Икажево. Спортивная школа Сурхо снова откроет свои двери для спортсменов к началу Нового года. Залина Могушкова, Адам Долгиев, Новости 24. А вечности в запасе нет. Не вешние воды. Более 2 десятков сборников стихотворений, десятки журнальных публикаций. Поэт Игорь Ляпин оставил заметный след в российской литературе. Часть творчества посвятил, как он сам говорил, любимому Кавказу и его жителям. Сегодня в читальном зале Национальной библиотеки открылась книжно-иллюстрационная выставка, приуроченная к празднованию дня рождения поэта. Репортаж Мадины Пугоевой. В Янгаре вечером играют на пангаре. В Янгаре, в Янгаре, в Янгаре. Песня «Яндари» в исполнении солистов группы ЛКН уже давно успела стать настоящим хитом. Мало кто догадывается, что автор этих строк – Игорь Ляпин, поэт, чье имя навсегда вписано в историю Ингушетии. Он любил писать о Кавказе, но именно ингушский народ стал для него самым родным и горячо любимым. Культура, быт, традиции и местный менталитет – все это было близко народному поэту. Игорь Ляпин жил среди ингушей. У него было очень много друзей ингушей. Он знал нас, знал, какой мы, с одной стороны, простой, наивный, а с другой стороны, гордый народ. То есть он знал нас изнутри, поэтому очень любил нас. В этом году исполняется 76 лет со дня рождения Игоря Ляпина. Его произведения, биографические статьи и сборники стихов, изданные еще в 80-х, хранятся в Национальной библиотеке имени Джамалдина Индиева. Каждое новое поколение читателей здесь знакомит с его творчеством через выставку. Презентацию работники библиотеки готовили с особым усердием. Готовя выставку, наши сотрудники, конечно же, в первую очередь обращаются к ранее составленному библиографическому списку. Но помимо этого еще изучали и сами фонды, искали книги, в которых могли бы быть опубликованы стихи Ляпина, искали его произведения и в периодической печати. Это газеты, журналы. 22 сборника стихов и десятки журнальных публикаций. За годы жизни Игорь Ляпин написал сотни произведений, в каждое из которых вкладывал особый смысл. Читателю доступны такие его издания, как «На правом берегу», «Ветры дорог», «Наедине с тобою жизнь». Эти сборники вышли в свет более 30 лет назад. Отдельные строки из его стихотворений даже успели стать крылатыми фразами. Как одна 12 душ тянем песни грустные, то ли я уже ингуш, то ли вы все русские. Эту свою любовь к ингушскому народу он повторял во многих своих стихах. Например, вот в стихотворении, которое он посвятил Мусе Албагачиеву, своему другу, называется стихотворение «Аль-Юрт». Вот и путь, не вкривь да вкось, солнце, горы, сакля хата и печаль возьми да брось. Я сегодня званый гость у ингушского собрата. Игорь Ляпин еще со студенческой скамьи дружил с поэтом, прозаиком Мусой Албагачиевым. Именно ему он посвятил несколько своих стихотворений. Позже свои воспоминания о русском поэте напишет и опубликует его ингушский друг. «Кавказский пленник» – именно такое название своей книги дал Муса Албагачиев. Очень скоро в Национальной библиотеке состоится ее презентация. А пока читатели могут ознакомиться с творчеством Игоря Ляпина на книжной выставке, которая продлится до конца октября. Мадина Пугоева, Гапур Чахкиев, Новости 24.
На предельной скорости. В Ингушетии полным ходом идет подготовка к старту этапа Кубка России «Ралли Магаз-2017». Турнир стартует 12 октября в 18 часов. В ралли примут участие экипажи из разных регионов страны. На судейскую коллегию войдут судьи из Санкт-Петербурга, Краснодара, Москвы, Ярославля и Екатеринбурга. Стартуют гонщики в Магасе, у башни Согласия. Далее их путь будет пролегать через Икажево, Барсуки, Карабулак и Малгобек. В Магасе впервые прошел открытый турнир по спортивному метанию ножей. Точность на поражение продемонстрировали не только юноши, но и представительницы прекрасного пола. Кстати, в скором времени в регионе откроют секцию по этому пока новому для нас виду спорта, рассказывает Тамерлан Хамхоев. Метание ножей – вид спорта достаточно увлекательный и зрелищный. В первую очередь, разумеется, для тех, кто умеет держать нож в руках. До официального старта турнира ребята примериваются к мишени, не пропуская ни одного слова инструктора. Здесь важно выбрать правильную дистанцию и подход, чтобы нож попал в выбранную мишень. Обучает ребят этому мастерству Виктор Бочаров, который приехал из Москвы. Есть несколько способов, базовых способов метания, которые сейчас очень модный и, в принципе, на мой взгляд, наиболее применимый. Это способ безоборотного метания. Когда нож в полете, он не вращается совсем. Вот после броска он летит вот так, как его бросили, не вращаясь. Второй способ есть полуоборотный, то есть когда метатель держит нож за клинок, и он в процессе в полете делает полоборота. Организаторы турнира, власти города и антитеррористическая комиссия участникам соревнований пожелали удачи на предстоящих стартах. Я вас поздравляю, как вы являетесь первыми участниками у нас в республике. Вам удостоилась такая честь быть первыми участниками по такому виду спорта, по метанию ножей. И мы, в свою очередь, вам желаем удачи. Дистанция разная. Девушки метают ножи с 3 метров, парни, естественно, выбирают расстояние подальше от мишени. Впрочем, мишени как таковой здесь и нет. Уровень мастерства ребятам пока позволяет целиться разве что в 2-метровую деревянную доску. Однако с каждой попыткой результаты все лучше. Первыми на старт выходят девушки. Среди представительниц прекрасного пола лучше всех себя показала Зуля Шибилова. Да, если быть честной, я держала ножи в первый раз в руках. Не знаю, настроение отличное, все проходит хорошо. Когда я их держу, я не пытаюсь сделать так, как правильно, я пытаюсь сделать так, как будет мне удобнее, и швыряю. Участникам, а их несколько десятков человек, дается пара пробных попыток. С третьей очки идут уже в зачет. Расстраиваться из-за промахов здесь никто и не думает. Практически для всех это первый опыт в метании ножей. И лучшие результаты еще впереди. Пока одни соревнуются в метании ножей, другие пробуют силы в стрельбе из лука. Мишень есть, а главные атрибуты ждут стрелков. Теперь самое важное — настроиться на хороший выстрел и выйти к старту уверенным в своих силах, даже если лук в руках держишь в первый раз. Я раньше никогда не участвовал. Сейчас я первый раз буду участвовать в обоих видах спорта по метанию ножей и стрелять буду из лука. Но я думаю, что у меня лучше получится метание ножей, поскольку это более легче. Победителей турнира ждут памятные призы. Впрочем, самое главное — новые впечатления. А на десерт организаторы поделились, что скоро в республике откроют секцию по метанию ножей. Ну а желающих записаться на занятия уже хоть отбавляй. Тамерлан Хамхоев, Рахман Цуров, Новости 24. Пир семейства медведей в пиццерии «Колорадо» попал на видео. В американском городе Эстес-Парк наводят порядок после визита незваных гостей. Медведица и 2 медвежонка вломились ночью в местную пиццерию. Косолапые бесцеремонно обыскали шкафы и полки заведения и нашли немало вкусного. Медведица оценила вкус колбасы салями, а медвежата полакомились тестом. Несмотря на большие убытки, принесенные заведению, сотрудники пиццерии все же встали на защиту косолапых и призвали полицию не стрелять в животных. После того, как все мусорные баки в городе недавно были оборудованы специальной защитой от этих хищников, медведям стало просто негде перекусить. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.